Вы смотрите актуальное интервью на Якутия-24. Стоимость бензина в розничном звене вырастет в этом году, но не выше уровня инфляции. Об этом заявляют эксперты. При этом прогнозная инфляция в этом году составляет аж 3–4%. В том, как повлияло повышение акциза на топливо и от чего зависит колебание цен на бензин, мы сегодня поговорим с генеральным директором АО «Саха-нефтегазбыт» Игорем Никитиным. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Начнем разговор с глобальных новостей. Черный понедельник отправил вчера рубль и российские акции в пике. Сейчас это самая обсуждаемая тема. Как, на ваш взгляд, может сказаться введение санкций в отношении российских предпринимателей и подконтрольных им компаний? В экономике существует достаточно большой спектр механизмов, которые способны нивелировать воздействие. Мы знаем, политологи уже открыто говорят, что Российская Федерация находится в состоянии серьезного противодействия, можно даже сказать, войны с санкциями, с теми мерами, которые огульно принимаются по отношению к нашей стране. Такие механизмы заложены в кейнсианской теории в экономике. Они предполагают увеличение финансирования в средства производства. Они предполагают в рамках теории труда и занятости повышенное финансирование заработной платы, вливание денег в экономику через инфраструктурные проекты. Это необходимо рассматривать, я уверен, и с точки зрения капитализации активов крупных энергетических компаний Российской Федерации. Мы имеем сейчас возможность вне революционного пути на пике снижения стоимости этих акций приобрести акции компании «Голубых фишек» и решить эту проблему. Кстати, прогнозы относительно того, что с повышением акцизов на топливо с 1 января этого года на цены на бензин не оправдалось, за счет чего удалось сдержать стоимость? Ну, посмотрите, на самом деле акциз изменился, он вырос. Но та работа, которая была проведена руководством Республики Саха-Якутия, та работа, которая была проведена профессионалами, она привела к пуску в постоянную эксплуатацию железнодорожного участка Томот Нижний Бестях и включение этого участка в сквозной тариф российских железных дорог. То есть мы раньше на участке 1000 километров от Тынды до Нижнего Бестяха имели тариф, равный участку практически 6000 километров от Якутска до Москвы, от Тынды до Москвы. По стоимости они были равны. Сейчас, имея сквозной тариф на территории всей Российской Федерации, куда мы вошли, мы получили существенное снижение транспортных расходов. Соответственно, эта составляющая позволила в том числе нивелировать увеличение акцизов. Таким образом, на сегодняшний день компания «Саха-нефтегазбыт», как один из основных поставщиков, как один из регуляторов стоимости нефтепродуктов на автозаправочных станциях, сдерживает стоимость уже с октября, не повышая ни на Новый год, ни в эти весенние дни. А кроме транспортных расходов, из чего еще складывается цена на бензин? В структуре себестоимости основными такими факторами являются это стоимость нефтепродуктов у поставщиков, это транспортные расходы, это кредиты банков. С каждым годом навигационные условия на Лени и других реках меняются, и в Якутии усложняется ситуация в этом плане. Как-нибудь изменят способы доставки топлива? Повлияют ли они на цену на топливо? Вопрос разработки альтернативной схемы завоза грузов в Республику Саха-Якутия имеет более 15 лет истории. На самом деле и приход железной дороги был одним из основных этапов изменения этой схемы. Конечно же, завоз по реке дешевле, оптимальней. Но та ситуация, которая складывается вот уже несколько лет с глубинами в верховьях реки, в Усть-Куте, в Иркутской области, она требует двойной перевалки нефтепродуктов, что приводит к удорожанию стоимости. Таким образом, стоимость завоза железнодорожным и автомобильным транспортом в смешанном сообщении и водным транспортом, она выровнялась. Конечно же, мы должны иметь эту альтернативную схему, возможность обеспечения центральной группы районов, ну, так, если сказать профессионально, с колес.
И вот она появилась, она существует. А если поговорить об объемах, как они изменились по сравнению с предыдущим годом, и есть ли какие-нибудь уже прогнозы на этот сезон 2018 года именно в плане перевозок через речной транспорт? Да, конечно, эти объемы будут оптимизироваться. Вот посмотрите, раньше мы завозили порядка 120-170 тысяч тонн в навигацию. Если взять в текущих ценах, это почти 4-5 миллиардов рублей, которые мы привлекали в навигационный период при подготовке, и потом в течение года, реализуя это топливо, возвращали в банки. Но стоимость кредитов, ту процентную ставку, которую мы платили банкам, мы же включали в цену на пистолете, в цену АЗС. Сейчас навигацию текущего года мы планируем завести всего порядка 50 тысяч тонн, имея вот схему завоза грузов круглогодичную, за исключением периода переправы. Мы, соответственно, и снижаем кредитный портфель компании. Соответственно, и цена кредита снизится. А за исключением снижения цены кредита у вас намечены уже какие-нибудь первостепенные цели и задачи на этот сезон? Да, безусловно, весна и летний период, как обычно, это время активности всех компаний, которые занимаются строительством, занимаются развитием своих проектов. Для нас это первостепенные задачи ввод реконструкции Ленского филиала, необходимый для обеспечения подрядчиков газопровода магистрального «Сила Сибири». Для нас это завершение работ по пусковому комплексу Нижний Бестях, той нефтебазы, о которой мы с вами только что говорили. Для нас это работы по учету нефтепродуктов. Не секрет, что существует давний спор между перевозчиками и потребителями, так называемая разница судно-берег. Там, где происходят потери, там, где идет сбой учета, мы по договоренности с компанией «Алроса» провели научные изыскания, выработали технологию с компаниями, которые осуществляют учет для Роснефти. Это одни из лидеров на рынке. И буквально этим летом мы, не летом даже, а вот в майские дни устанавливаем 5 комплексов учета, которые будут в автоматическом режиме, без участия человека, определять количество и массу груза, передаваемого с судна на нефтебазу. И одновременно эту информацию доводить посредством спутниковой связи до всех участников процесса. А возвращаясь к теме строительства, точнее задействования железной дороги через Нижний Бестях, можно ли немножко подробно рассказать о том, как повлияет перевозка грузов через именно железную дорогу, а не через навигационные пути через реку? Ну, это практически схожий вопрос, я на него практически ответил. Мы увеличиваем оборачиваемость движения груза. Если в навигационный период завозили порядка 120-170 тысяч тонн, то сейчас этот объем идет по железной дороге. И мы имеем возможность завозить партиями по 300-400 тонн и подвозить эти партии по мере потребления постоянно. То есть такой термин, как оборачиваемость ресурсов, оборачиваемость товара, оборачиваемость денежных средств, он у нас увеличивается. И насколько это повлияет на цены? Снизятся ли они или увеличатся наоборот? Вот смотрите, мы не предполагаем снижение стоимости. Эти процессы, они нивелируют друг друга. Мы обеспечили сдерживание роста цен на этапе уже более полугода. Это мы считаем достаточно положительным эффектом. Говоря о новых технологиях, сейчас 21 век, с каждым годом все больше и больше развиваются какие-то технические аспекты той или иной отрасли. Как вы следите за ходом деятельности вот подобных мероприятий и какие вот новые технологии вы к себе в компанию внедряете или собираетесь внедрить в будущем? Работа у нас идет в данный момент по слиянию информационных баз. Дело в том, что все 25 филиалов компании «Саханефтегазсбыт» находятся в труднодоступных районах Республики Саха-Якутия, большинство из них. Поэтому мы обеспечиваем их, где необходимо, спутниковыми средствами связи и консолидируем сейчас все базы. После этого мы, если выражаться терминами программистов, откроем эту базу. Что это позволит? Это позволит нашим автолюбителям пополнять карточки онлайн.
То есть с телефона, с компьютера, из дома. Не будет необходимости ходить в офис компании в любом районе или где-то. Это можно будет сделать в режиме реального времени. Отследить свой баланс, пополнить карточку и ею воспользоваться. Кроме того, высоко наши автолюбители оценили технологию безоператорной работы. На заправке города Якутска мы на каждом топливораздаточном пистолете на 3 АЗС поставили терминал, где можно, не отходя от машины, сразу же внести деньги, независимо от способа оплаты карточкой, наличными, банковской картой или картой Саханефтегазсбыта, и заправиться тут же, не отходя от автомобиля. То есть, правильно ли я понимаю, что человеческий труд в этом плане минимизируется? А как это скажется на рабочих местах? Ну, смотрите, все равно обслуживание остается. Конечно же, будет оптимизация на том филиале, где мы вводим непосредственно эти системы учета. Но остаются вопросы инкассации, остаются вопросы контроля за топливораздаточными колонками. То есть сам технологический процесс, прием, передача смены, снизится оборот и движение наличных средств непосредственно через оператора. То есть оптимизируется и ускорится процесс для автолюбителя. А технологические процессы, они останутся. И завершая наш разговор, каковы ваши прогнозы по ценам на бензин до конца этого года? Я думаю, это волнует очень многих. Ну, вы в начале нашего интервью сказали, что это изменение произойдет в пределах 3-4%. На самом деле уровень инфляции, который установлен Министерством экономики Российской Федерации, это порядка 6-8%. Поэтому мы думаем, что рост ежегодно, который составлял порядка 4 рублей на литр, мы не достигнем. Я думаю, что мы уложимся в 3,20-3,50. Ну, то есть это получается, что ситуация будет лучше или хуже предполагаемой сейчас на данный момент? В динамике лучше. Если брать динамику по годам, то лучше. Спасибо большое, Игорь Юрьевич, за беседу. А я напомню, что у нас в гостях сегодня был генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Игорь Никитин. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на Якутия-24.